Максим Черский, сколькикратный чемпион мира, там, ну, такие вот регалии. Ну, трехкратный чемпион мира. В весе. Один раз 70 килограмм и дважды 78. 78. Ясно. А вот Европа, все вот это вот. На Европе здесь немножко ошибка. Чемпионом Европы я никогда не был. Я трижды был серебряным призером и дважды бронзовым. А в любом случае чемпион мира это лучше, чем чемпион Европы, верно? Европа это всего лишь часть мира. Да, тем не менее, ни разу не покорились. Первый раз в Якутске. Да. Ну как, расскажите просто впечатления о нашем городе. Ну, такое впечатление пока очень мимолетное, вскользь, потому что из аэропорта сразу в машину, в гостиницу, из гостиницы сюда, в спорткомплекс. Спорткомплекс здесь, конечно, шикарный. Я такого, если честно, нигде пока не видел по России, сколько ездил. Вообще такой симпатичный, очень уютный городок на первый взгляд. Я надеюсь, сейчас соревнования закончатся, прогуляться, посмотреть, более подробно вникнуть. В Якутии со мной тоже в первый раз, да? Да. А сами вы откуда родом? Родом Республики Бурятия. Из Бурятии? Соседи, да, почти? Ну, практически, да. Я родился там, в 5 лет переехал в Москву с родителями. Как к морозам отнеслись? Но по детству помню, очень комфортно, очень нормально, поэтому сейчас практически в родную стихию попал. Очень приятно радует глаз, что достаточно много в составе участников молодежи, потому что по России это сейчас проблема в любом виде спорта. Молодежь все менее активно идет в спорт, потому что многих поглощает компьютерные игры, интернет, к сожалению, виртуальная реальность. Поэтому молодым хочу пожелать заниматься спортом, несмотря ни на что, добиваться успеха, быть сильными, а кто постарше, быть примером для подражания. С Хаджимуратом первый раз мы боролись, но правда на левой, в далеком 2003 году. На правой мы боролись в прошлом году, ну да, Хаджимурат Залоев это величина такая тяжело достижимая. То есть, это действительно. Ну есть что-нибудь в целях вот? Планочка стоит, наверное, побороться с ними. Ну, планочка сейчас стоит вылечить до конца руку, а потом уже стремиться к большему. Посмотрим. Так, Цыпленковым мы вместе начинали в одном зале, когда он переехал в Москву. То есть он тогда был тоже юниором в 2002 году, весил еще 80 килограмм. Поэтому тоже небольшим еще. Всем добрый день. Расскажу немного об армрестлинге, о тренировках и подходу к этому виду спорта. Такая немножко ложная информация, ложное представление о том, что кто больше поднимет на тренировке, тот и покажет класс за столом. На самом деле очень такое ошибочное заблуждение, и многие, особенно молодые спортсмены, гоняясь за весами, в итоге получают травмы, разочаровываются, выходя за стол. На самом деле в армрестлинге несколько составляющих успеха. То есть это помимо того, что физическая сила должна быть развита, правильно поставленная в зале на тренировках, это должна быть скорость и, конечно же, ловкость и голова на плечах. То есть не слушать бездумно чьи-то советы, а понимать, как это работает на практике прежде всего, пропускать через себя. Немножко из своих методик, тренировок расскажу, до чего я доходил в основном сам, путем проб и ошибок, и выделяя действительно рабочие моменты. Все, что вы делаете на тренировке, старайтесь, чтобы максимально было похоже на работу за столом, непосредственно в борьбе. То есть любое упражнение, будь то бицепс на скотте, бицепс стоя. Стоя это такая тоже отдельная тема, не стоит злоупотреблять этим упражнением, потому что немного растягивают углы, часто его делать, на мой взгляд, не стоит. Бицепс за столом или на скотте, как обычно делают, немножко по-качковски так. Ставят руку, откидываются назад и отсюда начинают вытягивать наверх. А попробуйте сделать то же самое, только заведя плечо вперед.
Если перенесем на стол, то вот он получится наш рабочий угол. И это такой один наглядный пример. Все это касается и остальных абсолютно упражнений. Повторюсь, неважно, будет это работа за столом на блоке, либо со свободными весами. Также хотелось бы затронуть вопрос питания, в том числе и спортивного. Не стоит в себя пихать все, что советуют вокруг, и опять же бездумно, неизвестные бренды непонятные. Это тоже чревато последствиями. Очень много подделок сейчас, очень много. То есть практически там каждый месяц закрываются какие-то подпольные фабрики, склады. То есть старайтесь, если уже решили принимать какое-то спортивное питание, придерживаться каких-то брендов, которые наиболее застрахованы. То есть по себе могу сказать, что наиболее оптимален по качеству это FitMax из того, что я пробовал. Это и хондропротекторы, и БЦА. Это действительно рабочие вещи, которые в России пока не подделываются. И надеюсь, в ближайшем будущем не будут. У кого есть какие-то вопросы уже созрели, можете подходить, задавать. И, в принципе, можно немножко поближе. Не стесняйтесь, подходите. Можно ли без спортивного питания выйти на уровень Урала или России? Смотрите, особенно в молодом возрасте, то есть если это юниоры, организм, во-первых, восстанавливается очень быстро, во-вторых, если правильно питаетесь, это не то, что можно ли, это нужно. Нужно стараться максимально выходить на своих ресурсах. Да? После 20-23 лет, естественно, процессы немножко в организме замедляются, как процессы восстановления, и уже некоторые ткани подизнашиваются. Естественно, нужно как-то организму помогать самыми простыми витаминами, хондроитин, глюкозамин, то есть строительный материал для хрящей. А до этого времени, да, здоровый образ жизни, правильное питание и грамотно расписанные тренировки. И это более чем возможно. Я, допустим, первый раз попробовал спортивное питание, когда мне было 23 года. До этого я был чист. Также многие из моих учеников, которые боролись, выходили в пятерку по на чемпионате России, абсолютно на сухую, можно сказать. Поэтому к этому нужно стремиться. Чем больше вы наработаете потенциал в юношеском возрасте, на чистую, да, на натуральную, тем больше этот потенциал будет работать в дальнейшем. Хотелось бы услышать про методику тренировок ваших в основном. Динамика, статика, какие упражнения, сколько времени уделяете статике, динамике, что еще делаете в основном? Смотрите, да, я понял вопрос, очень хороший, актуальный. Перепробовал множество разных вариантов, и сейчас иногда чередую, да, то есть если к одним соревнованиям могу готовиться, тренируясь 3 раза в неделю, то есть это хорошие тренировки, такие полноценные, то буквально к следующим соревнованиям я уже чувствую в себе силы, как правило, это бывает перед чемпионатом Европы, весной как-то все пободрее, повеселее идет, я могу тренироваться и 6 раз в неделю, но за одну тренировку я делаю 2-3 упражнения основных. И все. То есть я не прогоняю огромную тяжелую тренировку. Я прорабатываю основное, все, что мне нужно. 2-3 упражнения. Но при этом практически каждый день. По статике. От статики в свое время я отказался вообще. То есть, я не говорю, что это следует делать поголовно, повсеместно, но мне под мой стиль борьбы она не подходит, потому что моя фишка это старт. Статика немножко старт замедляет, даже не немножко, а существенно. Если вы боретесь в силовую борьбу, в удержании, то да, статика полезна, безусловно. Если вы быстрый армрестлер, то лучше нарабатывать углы на упражнениях и все-таки в динамике. То есть каким образом это? Мы делаем
определенное количество подходов, определенное количество повторений. И ближе к концу упражнения, последние там 2-3 подхода, в этих подходах последние там 2-3 повторения, вот, опять же, на примере бицепса, подняли вес, зафиксировали, наклонились вперед, удержали. Удержали там, ну, желательно не больше 10 секунд, чтобы не нагружать организм лишний раз. То есть статику в чистом виде я не делаю. Все, что касается остального, для себя открыл очень полезную вещь. В начале каждой тренировки, то есть каждую тренировку я начинаю с упражнения, любое абсолютно упражнение на ноги. Во-первых, как доказано, опять же, там, специалистами, начинает работать собственный гормон роста. И вся тренировка дальнейшая, ну, это один момент. Второй момент, мышцы ног самые крупные в нашем организме. И за счет того, что мы начинаем тренировку именно с ног, весь организм очень хорошо разогревается. То есть и давление под тренировку нормализуется, и разогрев идет намного активнее. И вся тренировка складывается очень-очень так хорошо. То есть чем сравнить, поэтому я рекомендую просто попробовать. И тоже простой классический принцип. Тренировку я строю от больших мышц, я перехожу к более мелким. Да, то есть, ну, например, что-то сделал на ноги, пожал, поделал бицепс, поработал на блоке за столом и закончил там пальцами или кистью. То есть, ну, такой простой вариант, классический. Вот это очень такой сложный вопрос для меня, по крайней мере, потому что у меня нету четкого плана по тренировкам. Я полностью доверяю организму, да, то есть я прихожу на тренировку и, начиная разогрев, я уже понимаю, что я буду делать на этой тренировке, что у меня пойдет, а что нет. Просто если придерживаться строгого плана или, как многие, ну, завести тетрадочку стоит, чтобы отмечать хотя бы свой прогресс, но иногда не стоит придерживаться жестко какой-то программы, потому что иногда какие-то мышцы могут недовосстановиться, могут чувствовать себя плохо, могут быть не в тонусе. И если их еще насиловать и все равно четко следовать плану, это не всегда пойдет на пользу. Поэтому нужно слушать себя, прислушиваться к себе и понимать, что пойдет, что не пойдет, иногда, может быть, подкорректировать. Может, что-то базовую какую-то программу расскажешь? Вот с этим сложно, опять же. То есть у меня даже для себя нету базовой программы. Кого-то тренируете? Да, конечно. Вот, им что дают? Ну, смотрите, допустим, средняя такая. Ну, понедельник пришли, сделали что-то на ноги, поподтягивались с весом, поделали упражнения молотковые, либо на весу с лямкой, да, вот, то есть поднятие с фиксацией, либо с гантелей молотковый бицепс на скотте, там тоже очень много тонкостей. Пронирующие движения, можно отдельно отведение прокачать, обязательно какое-то упражнение за столом на блоке с ручкой, тоже с разными, возможно. И финальное это пальцы и немножко, может быть, спарринга. Спарринг, кстати, тоже все понимают по-разному. Не всегда под понятием спарринга имеется в виду там, борьба до дикой боли в руках после, да. Спарринг можно делать, если с умом, то после каждой тренировки. Что он будет подразумевать? Это стать с противником, причем, ну, по сути, не важно с каким, сильнее, слабее, но в идеале, если будет примерно равный, и повыставляться на захвате. Это очень-очень полезно, потому что рука привыкает именно к захвату, и во время выставлений, борьбы за захват, очень много откладывается. То есть нарабатывается мышечная память в руке. Очень много начинаешь сам для себя понимать, открывать в тонкостях именно захвата. То есть вот это очень полезно. Не обязательно, говорю, бороться каждый раз по-серьезному. По-серьезному желательно раз в 2 недели. То есть так можно выложиться, и то после тренировки, не вместе. Ну, это, скажем, понедельник, а тогда во вторник что вы делаете? Во вторник сделаем, ну, то есть, грубо говоря, если понедельник у нас будет тренировка там, под верх, грубо говоря, во вторник можно сделать нейтральное что-то, задействовать там
мышцы там более мелкие, там пресс сделать, спину, можно какие-то базовые упражнения. И в пятницу можно сделать тренировку под крюк. Да, то есть можно и жим туда добавить, и бицепс, и супинатор, и на блоке работы именно под крюк. И то же самое там и в спарринге. Антон? Максим, ну ты, как мы все знаем, борешься вот именно на старте, да? Вообще быстрый, мощный старт. Как ты работаешь с стартом? Вот, все равно быстрый человек, он же не может, если он слабый, он все равно не выиграет этот силу. Вот, работаешь ли ты на блоке с большими весами, быстрые движения делаешь ли ты? Если делаешь, то насколько тяжелые веса для себя, 100%, 70-50%? Вот именно старт. Старт тоже такая интересная очень тема, и про нее можно очень долго говорить. На блоке это моя любимая тренировка, именно все, что связано с блоками. И если, опять же, я смотрю по состоянию, если состояние позволяет, я могу каждую тренировку на блоке вкладываться на 100%. Но опять же, здесь очень важно, чтобы не было травмы, чтобы нормально восстанавливаться, соблюдать все углы. То есть, если мы работаем на блоке, это не должно быть, чтобы поставил максимальный вес и лишь бы дотянуть вот так вот из-под стола. Нет, такого не должно быть. Это будет во вред. Если мы работаем на блоке, мы от начала, от стартовой позиции и до касания валика работаем с правильными углами, с правильной кистью. То есть мы должны брать тот вес, пусть на пределе, но который, допустим, с ручкой мы сможем закрутить эту ручку, у нас захват не уйдет за линию плеча, мы не уползем под стол. То есть как раз тренировка на блоке, она нарабатывает угол. А угол, по сути, это основное при старте, да? То есть не потерять этот угол. Хорошо поставленный старт начинается с ноги, с опорной ноги. Это, не всегда это легко понять, но тем не менее это так. То есть опорная нога, обязательно контакт со столом, стойка. И если посмотреть, первое движение, оно идет вот, толчок ноги. То есть работает все тело абсолютно. Работают ноги, работает пресс, работает спина. И хороший старт – это совокупность координации, жесткого угла, ну и реакция, само собой. Также можно на блоке работать с небольшими весами, как вот Антон спросил, но тоже под старт. То есть мы берем, фиксируем вес и можно без команды просто делаем с рывка, чтобы угол привыкал именно к ударной нагрузке. Такая работа достаточно травмоопасна, но травмы несерьезные какие-то, можно получить растяжение, поэтому к такой тренировке нужно подходить подготовленным, с наработанными углами, хорошо разогретым и начинать с маленьких весов, тогда это будет эффективно. Также еще один момент, можно реакцию нарабатывать на движение противника, потому что не всегда мы можем быть готовы к команде судей на соревнованиях, поэтому встали также, взяли резину, взяли руку спарринг-партнера и без команды он начинает. И нужно успеть среагировать на малейшее его движение. Вот это будет самая идеальная тренировка на старт. Когда руки уставшие после тренировки, голова на спарринге лучше думает. Это уже проверено однозначно. Потому что когда свежий, как это обычно происходит, да? Давай потихоньку, начали, и там понеслась уже вот с такими углами под стол. Поэтому, смотреть по состоянию, по ощущениям. Вот вопрос поступил по поводу тренировок американских рукоборцев, что они железом практически не работают, а в основном за столом. Прежде чем начать работать за столом, американские рукоборцы нарабатывали базу тоже железом. Каждую тренировку
устраивал такие спарринги после тренировки на выносливость для всех своих учеников. И, казалось бы, для меня нагрузка была небольшая, но такая интенсивная, потому что их много. И за год без тренировок железом я форму свою не утратил. Совсем. Так что, чтобы так тренироваться, нужно иметь уже работанную базу. Еще раз напомню о необходимости добавок хондропротектора, чтобы избежать. У меня очень много близких коллег, знакомых, кто столкнулся с этой проблемой и очень-очень долго восстанавливается. Всеми вами известный Василий Кузнецов, да, железный рейтинг. Он в свое время просто в один момент после тренировки проснулся с опущенным локтем, пошел сделал УЗИ, и оказалось, что у него полностью был растерт. И процесс восстановления был очень долгим и неприятным. Соответственно, чтобы этого избежать, не прям с сеньорских детских лет, но хондроитиновые замены желательно употреблять. И опять же, я повторюсь, на собственном опыте, что я для себя остановился на Фимаксе. Ну, без подделок, честно, и то, что работает. На весах, которые у нас идут на качественные тренировки, то есть на больших весах, здесь стоит не торопиться, особенно если это работа со свободными весами, и четко прорабатывать, то есть следить за правильностью выполнения упражнений. Еще раз повторюсь, особенно для юниоров очень важно, не гонитесь за весами, научитесь делать это правильно, тогда вы в будущем сможете избежать травм и, может быть, обезопасите себя от каких-то там последствий. Это будет эффективно. Чем правильнее вы делаете упражнения на тренировке, тем эффективнее и правильнее будет ваша борьба, безопаснее, что немаловажно. По поводу раздельной тренировки Василия Кузнецова, да, он так пробовал, но напомню, что у нас все-таки организм и тело достаточно симметричны, и правильнее все-таки будет работать на симметрии. То есть не разделять по дням, как ни крути, что в представлении там, проработать одну руку, проработать другую руку. В борьбе, как и в тренировке, не прогружается там, как ни крути, один бицепс или один трицепс. То есть, будем мы делать бицепс, у нас в любом случае будет задействована спина процентов на 30 для удержания хотя бы вот этого угла. Та же самая широчайшая мышца спины, да, у них прикрепление одно, чтобы не было потом какой-то асимметрии, каких-то проблем с позвоночником. Лучше делать очередно, да, какие-то стараться делать упражнения одновременно. Естественно, работа за столом нереально. Поэтому все-таки я думаю, что можно прорабатывать в один две руки. Единственное, что, как правило, лучше начинать со слабой руки подхода. Грудные мышцы в армрестлинге работают, это 100%. И, естественно, не стоит развивать их только режимом лежа. Есть и разводка, есть и бабочка, что, мне кажется, максимально эффективно для армрестлинга, если ее делать правильно. Поэтому, мое мнение, грудные мышцы в армрестлинге однозначно нужны. И единственное, что не нужно там, зацикливаться только на жиме. Я, допустим, для себя делаю жим раз в неделю стабильно, но при этом и на других упражнениях грудь прокачиваю, потому что, как ни крути, вот этот вот угол, часто замечали, да, что начинаем тащить и вот так вот растягиваемся. Это как раз за этот угол отвечает грудная мышца. Поэтому на жиме лежа мы нарабатываем ее потенциал, и в борьбе мы учимся ее применять, учимся ее использовать. Поэтому я считаю, что его нужно обязательно делать. Не на максимум однозначно, не так, чтобы рвались мышцы, то есть, можно поставить там какой-то личный рекорд, но опять же там, без какого-то дикого фанатизма. И, как правило, почему происходят такие травмы? Чаще всего, я не говорю, что у всех, но рвутся в основном прикрепления. Рвутся почему? Многие топовые армрестлеры
профессионалы, ни для кого не секрет, я думаю, что употребляют допинг, естественно. И, как правило, на некоторых препаратах мышцы растут активно, а вот суставы и сухожилия, они намного медленнее прогрессируют, соответственно, и не выдерживают таких высот. То есть мышцы тащат, а вот сухожилие при креплении оно не выдерживает, поэтому рвется. Я не думаю, что очень крайне мала вероятность того, что какой-нибудь юниор на чистую там твороге и молоке будет заниматься и получит такую травму, выходя на максимум свой 50-килограммовый. Поэтому жим делайте, мое мнение. Как вы залечиваете травмы? Смотря какие травмы. Травмы бывают разные, от растяжения, от небольшого надрыва до скрученного перелома. Да? Лично я... Какая у меня самая страшная травма была? Это надрыв и эпикондилит, который есть до сих пор, и от которого очень сложно избавиться, потому что болезнь вообще в медицине считается неизлечимой. Много всего пробовал, и сильно обезболивающие, противовоспалители. И сейчас мне помогла, у меня был двусторонний эпикондилит, латеральный и медиальный. Латеральный эпикондилит, нет, эпикондилит – это воспаление плотных тканей. То есть они, получается, воспаляются и немножко отслаиваются. То есть говорят, что чаще всего прочность ткани от этого не меняется, но при этом сопровождаются такими неприятными болями, которые мешают и тренировочному процессу, и борьбе. Так вот, мне помогла частично ударно-волновая терапия, что-то из гомеопатических препаратов помогло, ну и снизить интенсивность тренировок. А вообще, надрывы лучше, если есть какие-то надрывы, растяжения, во-первых, не нужно их добивать. Тяжелыми тренировками стоит сделать паузу, неделю-две, и, естественно, к врачу обратиться, лучше всего сделать УЗИ, чтобы понимать, что у вас там. Потому что от правильного диагноза зависит, в принципе, успех в дальнейшем лечении. На самих соревнованиях перед стартами как вы разогреваетесь, там, как морально настраиваетесь? Вы говорите, что ваша сильная сторона это старт, вы перед схватками пьете типа что-нибудь, энергетики? Разогреваюсь я, опять же, не только руки, да, а начинается моя разминка там, с приседаний, с легких там, отжиманий, пробежек с ускорениями, и потом уже я перехожу на резину, немножко спарринга, то есть разогреться перед соревнованиями особенно нужно очень хорошо. И не только руки, то есть спина, ноги, все, весь организм должен быть подготовлен к серьезной борьбе. Моральная сторона настроек, как показывает практика, для спортсменов дается тяжелее всего, поэтому сложно давать какие-то конкретные рекомендации, но я скажу так, вы должны понимать, для чего вы приехали на соревнования, то есть что вы хотите показать и почему вы волнуетесь, чего вы боитесь. У каждого какой-то свой страх, кто-то боится зрителей, кто-то боится проиграть. Не нужно бояться ничего, то есть самый оптимальный настрой и самые лучшие результаты, как показывает опять же там, моя практика, наглядно там, видел на своих учениках и многих других друзьях армрестлерах, это когда человек выходит побороться, так можно сказать, в кайф. Просто получить удовольствие от борьбы, не заморачиваясь, не боясь ни проигрыша, ничего. То есть вышел получить удовольствие, побороться, кайфануть от того, что ты занимаешься любимым делом. Вот это самый лучший настрой. Тогда пропадает весь страх, да, весь страх поражения. Выходите с настроем наслаждаться борьбой и показывать весь тот потенциал, который вы наработали в подготовке к этим соревнованиям. Не надо давить себя морально какой-то ответственностью и гонкой за каким-то результатом. Такой вот сейчас актуальный вопрос, да? Наши соревнования начнутся, пройдут, наборемся, и потом еще многие останутся вот закулисная борьба, так называемая. Как к ней отношение? Очень-очень актуально.
я тоже в какой-то момент просто перестал подходить к так называемому столу утешений. С одной стороны, это опыт, а с другой стороны, чаще всего за столом, за кулисами, уже вне соревнований получают все самые серьезные травмы. Почему? Потому что как раз вот тот психологический момент очень важный. Вы поборолись, что-то морально, да, там щелкнуло, не получилось, перегорели, проиграли. Волнение падает, появляется какая-то обида, злость и желание побороться уже в кайф. И вот вы выходите за этот стол утешения и начинаете уже бороться на кураже. И, как правило, вот за столом утешения люди борются намного лучше, намного сильнее, намного техничнее, чем на соревнованиях. А почему вот с этим же настроем не побороться в соревновательный период с противником за столом вот, ну, в рамках официального турнира? Вот не секрет, когда люди первый раз в армрестлинг приходят, ну, скажем, новички, да, вот особенно сейчас юниоры здесь, они начинают, ну, чисто визуально, да, у кого больше там, бицепс, да, тот сейчас сильнее. Потом, конечно, для них это такое открытие происходит, что можно с большим бицепсом проиграть, туда-сюда. Ну, то есть, к чему, да, я клоню, что потом, когда уже они более осознанно начинают тренировки, они уже в процессе тренировок, там, от тренера, соперников, союзников, да, узнают, что такие мышцы, как бицепс, не самое важное, хотя не самое, конечно же, и ненужное, да, а у нас еще есть это и предплечья, и самое главное, ну, я хочу спросить про пальцы, да, то есть пальцы играют очень важную роль в армрестлинге, как потом мы уже в процессе это понимаем, да, когда нам начинает захват раскрывать, выбивать пальцы туда-сюда. Вот поэтому хотел спросить, насколько часто их тренировать, если, скажем, брать 10-дневный цикл тренировок, да, почему спрашиваю, потому что, ну, еще немножко выступаю в армлифтинге, и вот с тем же Калиниченко в том году разговаривали, он говорит, ну, якобы минимум 11 дней надо пальцем, чтобы восстановиться. Но у нас по тренировке, именно по арму, мы же не можем себе такого позволить, как бы не тренировать, да? И вот поэтому хотя бы какой-то такой более-менее оптимальный вариант. Ну, пальцы действительно очень важный такой элемент в армрестлинге. Я лично тренирую пальцы или кисть в конце каждой тренировки, именно в конце, да, потому что они у меня задействованы, ну, на многих упражнениях, и в конце я их просто добиваю. Но в конце это одно упражнение на пальце или на кисть. Поскольку уже и пальцы, и кисть немножко там в процессе тренировки подкружены, соответственно, последним упражнением, я говорю, я не убиваю, а добиваю. Соответственно, к следующей тренировке у меня полностью успевает восстановиться. Есть армрестлеры некоторые, которые утверждают, что пальцы нужно делать в начале тренировки. Но здесь я не соглашусь в корне, да, потому что многие упражнения на пальцах строятся. Соответственно, если мы их убьем в начале, особенно на холодную, особенно если первым начать, это мелкие мышцы, да, одни из самых мелких в организме, но тогда они действительно будут восстанавливаться и 8, и 10 дней. Поэтому попробуйте на каждой тренировке, но разные упражнения делать на пальце, такое добивающее, вы почувствуете, что действительно будет эффект и быстрое восстановление. И, кстати, тренировки армлифтинга и армрестлинга в плане пальцев очень сильно отличаются, потому что то, как пальцы работают в разогнутом состоянии руки, и то, как пальцы работают здесь, это абсолютно разная работа и разное восстановление. Поэтому старайтесь все, что вы делаете для армрестлинга на пальцы и на кисть, чтобы это было хотя бы приблизительно в армрестлеровском угле, да, то есть там неважно, пусть это будет там под наклоном сгибания там с ручкой или работа с ручкой за столом, чтобы это придерживалось угла. Пронацию, супинацию, например, когда мы делаем, да, стоит их в один день, ну, то есть, когда мы начали, скажем, именно предплечье, да, и так, или лучше разделить и более качественно, скажем, нагрузить. Здесь тоже бывает иногда, как бы, начинаешь тренироваться и, например, пронатор сделаешь очень сильно, да, а потом уже на супинатор уже как бы не остается тех сил, которые нужны. Да, абсолютно верно. Здесь лучше стоит разделять тематические тренировки. Допустим, супинатор у нас больше к крюку относится, и делать его в день, когда мы прорабатываем крюк. Соответственно, пронатор
отнести кверх вместе с отведением. На самом деле тоже такой момент, что не всегда то, что подходит одному, подходит другому. Поэтому если вы выходите на определенный уровень своей подготовки, вы можете попробовать разные сочетания упражнений в одной тренировке. То есть вплоть до того, что пронатор с бицепсом, да, попробовать, там, супинатор с плечелучевой. То есть именно варьировать. Это действительно очень индивидуально. И у меня там на моем примере из учеников есть некоторые персонажи, которым вот такое сочетание подходит намного лучше, чем какие-то классические варианты. Поэтому, пробуйте экспериментировать. Еще есть какие-то вопросы? Еще раз. Допустим, упражнение подъем на принципе, да? Там, на 5 раз. 5 раз поднимаете так, чтобы 1-2 повторения в запасе. Я понял. Тоже зависит от периода и интенсивности подготовки. То есть, когда я выхожу какой-то на пик соревновательной формы, я стараюсь подсчитать таким образом количество повторений в подходе, особенно в последних подходах, так чтобы запланировал я себе сделать 3 повторения последних, то третий будет уже на износ. То есть я его сделаю, максимум, что смогу, там пару секунд удержать и все. То есть в период активной подготовки действительно я не оставляю себе никакого запаса. Если же это начало подготовки, там месяца за 2, за 3 к каким-то соревнованиям, да, можно оставить подход. В межсезонье то же самое. В межсезонье можно не так интенсивно, не на 100% работать, можно оставлять небольшой запас, потому что если работать постоянно на 100%, то можно себя очень сильно загнать. Моментом выдернул микрофон. Хотел еще по именно юниорам, как бы, да, ваш совет такой. У нас сейчас вот такое становление началось, начали вот с этого года соревнования чисто и для них проводить, и вот сюда вот их включили, да? Ваше мнение, с какого возраста уже вот можно тренироваться именно целенаправленно под армрестлинг, да, то есть я подразумеваю уже именно специализированные такие, да, упражнения, конкретно как под взрослый, чистоту неделю их сделать, и еще у нас у некоторых до сих пор такое, знаете, мнение бытует, типа с каменного века, что ли, что все тренировки с железом, да, они у нас на рост влияют, то есть мы будем маленькие, да, приседать нельзя ни в коем случае, поднимать нельзя, там, чуть ли не до 20 лет, там, штангу, вот этот хотел бы еще момент, чтобы озвучили, именно для юниоров. Ну, можно начинать хоть с 10 лет, но единственное, что нужно учитывать и возраст, и комплекцию спортсменов, юниоров, и совмещать, может быть, когда совсем ранний возраст, там, лет до 13, чтобы армрестлинг сочетался с ОФП обязательно, то есть какие-то качества и скоростные, то есть развивались и бег, и какие-то совсем простые там отжимания, подтягивания. Соответственно, чем старше становится, тем больше давать специальных упражнений. А то, что приседать, действительно, пока там идет еще там рост с большими весами, запредельными, максимальными, общее, с какой-нибудь там с грифом, да, это только на пользу пойдет, потому что это растянутся немножко и мышцы, и будет набор базовых упражнений, базовой силы. Потому что конечно, то есть если они умеренные и работа с железом, она только укрепит физическую силу. Если еще, опять же, там с юниорского возраста добавлять правильную растяжку, правильные элементы гимнастики в тренировке, то это будет все только на пользу. Максим, как вы относитесь к тому, что многие спортсмены бывают сгоняют вес? Влияет ли это на здоровье? И на результат соревнований самое главное. Да. Смотрите, тоже очень актуальный для армрестлинга вопрос. Очень многие гоняют там
бешеное количество килограмм, и все бы ничего, но страшно то, что гоняют неправильно. То есть если вы решили согнать все-таки вес, во-первых, нужно объективно представлять, какой вы комплекции, примерно какой у вас процент жира, если что вообще гонять. Если вы сухой и хотите согнать там килограмм 7, это очень сильный удар по здоровью, поэтому вы будете гонять воду. Если вы будете гонять воду, что происходит в организме? Во-первых, густеет кровь, это огромнейшая нагрузка на сердце. Вы гоняете воду, получается, мышцы становятся более сухие, начинают сводить судорогой и становятся более хрупкие. Во время после сильной сгонки, при выступлении на соревнованиях тоже очень много получают травм, потому что сухожилия, прикрепления становятся обезвоженные, сухие и хрупкие. Вот это самая большая опасность сгонки, особенно неправильные. Поэтому, во-первых, прежде чем гонять, объективно взвесьте свои шансы на сгонку. По количеству килограмм, сложно сказать. Допустим, мне и десятку можно согнать легко. Это будет только в пользу, да, потому что мне есть что гонять. Скажем, например, десятка, а за какой промежуток времени? Как вы к этому? Очень все индивидуально. Я мог в молодые годы десятку и за 2 недели согнать, как нефиг делать. Это для меня было просто. Сейчас это сложнее. Чем старше, тем, соответственно, сложнее гонять. То есть, прежде чем гонять, не поленитесь, посмотрите литературу, может быть, если есть специалист, проконсультируйтесь, как это сделать правильно и безболезненно, прежде всего для мышц и здоровья, чтобы после сгонки у вас остались силы и здоровье еще бороться на соревнованиях. Вот это очень важный момент. Я тоже через это прошел, и, кстати, самую свою серьезную травму я получил после сгонки большого количества килограмм, и причем неправильно. Поэтому на собственном опыте могу сказать, что сейчас я уже гоняю правильно, сейчас я уже в этом деле подкован. Поэтому если вдруг что, обращайтесь, я подскажу. В интернете постоянно показывают, что пронацию делают лямкой. Вот так, грубо говоря. И у бескорвайного Дмитрия, у него не лямка, а деревянная ручка вот такая. Деревянная ручка. И он объясняет это тем, что здесь пальцы очень хорошо включаются. И мизинец, и все при вытягивании. И как вы делаете пронацию? Лямкой или какие приемы? Все верно. То, что с ручкой, вот с такой, будет немножко поэффективнее. С одной стороны, то, что держит очень хорошо пальцы. С другой стороны, есть минус в этой ручке, когда чем выше ее поднимаете, тем острее становится угол подъема, и чем выше, тем, соответственно, нагрузка легче. С лямкой, особенно если с толстой, в этом плане поинтереснее, потому что нагрузка сбавляется меньше, но меньше работают пальцы. Отсюда вывод: лучше чередовать, конечно, чтобы прорабатывались равномерные пальцы и сама пронация эффективно работала. Еще один вопрос. Вот ребята ездят к вам в Москву, если приедут в шефство, нас возьмете, поедем там потренироваться неделька на 2-3. Смотрите, сейчас я, правда, уже не совсем в Москве. Меня пригласили, я переехал в Калугу. Это, в принципе, не так далеко от Москвы. То есть как раз развивать армрестлинг, спорт. В принципе, если приедете в Москву, я думаю, можно будет организовать тренировку какую-то без проблем. Абсолютно. Давайте еще вопросы. Вы в целом говорите, что FitMax остановились на Hydro Protector. То есть вы правда считаете, что они работают? Чувствуете, что помогает? Я, например, не чувствую. Hydro Protector, цинк, магнезия, не чувствую все. Смотрите, здесь такой тоже немаловажный момент. Хондропротекторы, они накопительного характера и начинают работать месяца через 2-3 после непрерывного приема. Это раз. Во-вторых, FitMax действительно качественный, потому что перед тем, как я пришел к нему, попробовал многие другие, в том числе аптечные. Тоже думал, что не работает. На FitMax мне стало действительно полегче. Может быть, проблема тогда и вовсе в другом, в нехватке хондроитина, глюкозамина. Может быть, посмотреть какие-то другие
стороны. А что вообще беспокоит для начала? Ну, скажем, борюсь верхом в основном. Вот здесь плечевая получается, связка крепления. Ну, постоянно болит. Вот после соревнований, ну просто. Вот, Это может быть банальный гипертонус, поэтому нужно от другого отталкиваться. И, кстати, тоже в период интенсивных тренировок тоже не так давно попробовал, и есть ощутимая разница. Может быть, баланс, да, какой-то более правильный, может быть, рабочих элементов больше. ПЦА тоже мне понравились. То есть тоже много чего попробовал, американские бренды там и европейские, но вот период восстановления и качество восстановления я себя чувствую намного лучше, то есть после фитмаксовской продукции. Поэтому... Продолжение, да? Я вот, ну скажем, тоже в интернете читал, литературу какую-то изучал. Пришел к тому, что вот Thunder Protector, он на самом деле, когда мы принимаем его, во-первых, орально, да? То есть мы пьем когда таблетки и так далее, он очень сложно встраивается в структуру всяких вещей и так далее. При этом попробовал в этом году буквально желатин обычный. Вот такая вещь, оказывается. Все верно. Месяцами болел, а тут за 2 дня проходит. Но, во-первых, да, действительно сложно встраивается, и он работает очень-очень избирательно. Причем есть патологии, когда при передозировке, что тоже нежелательно, работает не то что избирательно, а новообразование даже, да, при сильной передозировке, поэтому всегда нужно применять все препараты, в том числе хондротингликозамин, по инструкции. Желатин действительно хорошая вещь, и об этом много очень говорят, и многие пробуют. И я недавно общался на эту тему с Иваном Матюшенко. Вот. Также он говорит, что и желатин он пробует сейчас и чувствует, что ну, такие какие-то облегчения есть. Поэтому не всегда аптечные препараты нужно сразу бежать покупать, а попробовать, может быть, там, ну, не совсем народную медицину, но простые. Кстати, простые рекомендации тоже хороший врач мне рекомендовал. Регулярно кушать холодец. Натуральный, домашний. Тот же самый желатин, да, коллаген. Да, по сути. Да. Спасибо большое. Методика разрабатывания скорости. Ну, как развивать свою скорость и как бы его сохранить в лучшем виде. И применяли метод на груше, чтобы привыкать к себе к каждому. Ну, все, что касается бойцовских навыков, да, я пробовал там, когда-то давно и понял, что очень тяжело совмещать ударную технику с армрестлингом, потому что ну, удар, он идет, ну, очень сильно сказывается на сухожилиях, поскольку у армрестлеров, как правило, немножко эластичность сухожилий уже ну, не то что нарушена, но проблематична, потому что работаем всегда в коротких углах, то и при ударах удары сказываются там, ну, при спарринге, при работе с мешком боксерским очень сильно отдаются сухожилия, связки. Поэтому сложно совмещать. И нужно это делать с аккуратностью, потому что восстановление после такой тренировки ну, может быть достаточно долгое. А скорость нарабатывать, ну, вот я уже говорил, с резиной, с спарринг-партнером, и делать это регулярно. И тоже нужно очень тщательно регулировать нагрузку. Потому что переборщить один раз с тренировкой на старт с резиной, и можно потом неделю отдыхать, восстанавливаться. Поэтому постепенно наращиваем темп, то есть не торопясь, ориентируясь на чувства и ощущения в руке. Раньше играл, сейчас, к сожалению, нет возможности, нету места. Но хотелось бы. Ну, смотря какие тренировки. То есть, ну, я уже говорил в начале, если под армрестлинг, если правильно все построить, можно и каждый день тренироваться. Но при этом, естественно, задействуя разные группы мышц и ну, не больше 2-3 упражнений, то есть, соответственно, тренировка там час с небольшим будет. Тогда будете успевать восстанавливаться и будет эффект, будет польза.
меня вопрос немножко другого характера. Вот мы с вами поговорили до семинара. Вы сказали, что с 13 лет в армрестлинге. Вам кто-то посоветовал в таком возрасте или вы сами пошли в армрестлинг? Вначале в 12 лет я пошел в вольную борьбу. Мне очень нравилось и очень хороший были результаты, был прогресс. А в 13 лет я пошел сначала в обычную качалку, немножко добавить физухи, и увидел стол для армрестлинга в этом зале. Попробовал там со сверстниками, с ними оказалось очень легко и неинтересно. И встретил своего первого тренера. То есть он мне показал, что такое армрестлинг, и все. С того момента, можно сказать, влюбился в этот вид спорта, и примерно к 14 годам у меня стал выбор, то есть либо вольная борьба, либо армрестлинг, потому что на то и другое времени уже не хватало. Многие, наверное, посчитают выбор нелогичным, если в вольной борьбе тоже перло, но вот я выбрал армрестлинг и не жалею. Можно ли армрестлинг совмещать с другими видами спорта, как футбол, бег? Да, конечно, и футбол, и бег, почему нет. Главное, опять же, на каком уровне и грамотно построить тренировки, чтобы была эффективность. То есть, если это бег, то лучше в разные дни с тренировками армрестлинга, чтобы успеть восстановиться. Даже если вы побегаете утром, а вечером тренировка, но организм будет немножко перегружен. Поэтому лучше делать это в разные дни. Такого простого характера. Кого, по вашему мнению, вы бы взяли, если бы по рейтингу возьмем, лучший спортсмен, армрестлер России, вне зависимости от категории, скажем? На ваш взгляд, чисто такой профессиональный. На данный момент я вижу две кандидатуры. Это Хаджимурат Залоев, это такая и легенда армрестлинга, и практически непобедимый в весовой категории. И последние несколько лет восходящая звезда — это Виталий Лалетин. То есть, это тоже такой уникум, который, я думаю, сейчас в начале своего пути и только дает о себе знать. И я думаю, что он в самое ближайшее время, он будет лучше. Максим, у меня еще вопрос такой. Простенький вопрос. Вы 19 лет в армрестлинге. За это все время был ли у вас какой-то такой поединок, который вы до сих пор никак не забыть вам? Да, был один поединок, который так очень отпечатался сильно в памяти. Это был 2004 год, чемпионат России. Я боролся в категории 75 килограмм. Мы боролись на левой руке с Сашей Баленковым. Оба были в хорошей форме. В предварительных поединках я выиграл, вышли в финал. И в финале у нас поединок длился в крюк, наверное, минуты 2. Потом был фол, потом был срыв, опять продолжился на ремнях, еще минуты полторы стояли. И в итоге во время поединка я просто потерял сознание и ушел под стол. То есть вот это мне запомнилось, и, конечно, и опять же, неправильно построенная сгонка веса была всему виной, что немножко сердце не выдержало, наверное. Нет, пока не приходилось. Если все, то давайте я предлагаю, может быть, сразу, пока мы все здесь вместе совместное фото сделаем и начнем наши уже поединки.